Центр социально-экономических исследований организует цикл научных мероприятий по материалам отчета о состоянии национальной экономики за 2017-2021 годы. Одно из таких мероприятий – круглый стол по теме демографическая безопасность Абхазии, вызовы и ответы состоялся о рождаемости и смертности в республике, что показывает анализ данных о состоянии демографии за период с 17 по 21 годы. Подробнее будем говорить с экономистом, научным сотрудником Центра социально-экономических исследований Амрой Цушба. Она с нами на связи по телефону. Здравствуйте. Добрый день. Как вы нас слышите? Да, слышу вас хорошо. Итак, прошел круглый стол. Расскажите, к каким выводам вы пришли, как он прошел, кто принял участие в нем? Прошел круглый стол «Демографическая безопасность Абхазии. Вызовы и ответы». Значит, у нас участвовали как представители органов исполнительной власти, так и научное сообщество. Были поставлены множество различных вопросов, на которые мы в ходе круглого стола искали, так сказать, ответы и пути выхода из сложившегося кризиса. Ну, вы довольны как организаторы? Мы очень довольны, прозвучало очень много различных мнений, предложений, которые, я надеюсь, будут приняты при разработке демографической политики нашим государством. Давайте подробнее поговорим о данных, которые были озвучены на этом круглом столе, которые следуют из анализа данных, которые вы получаете от госстатистики. Что показывают, что демонстрируют эти сведения? Вот вначале я хотела бы сказать, почему вообще мы начали цикл круглых столов именно с демографической безопасности, потому что она является важнейшим компонентом вообще национальной безопасности любого государства. Мы что жизнеспособность любого общества, народа и государства, она обусловлена численным составом, структурой и качеством населения, характером семейной организации и доминирующей модели семейно-брачных отношений. Что касается тех данных, которые мы проанализировали, и была возможность проанализировать, так как статистические данные у нас выходят с некоторой задержкой, у нас последние сборники это 2021 года, и уже на основании этих цифр, которые там приведены, мы можем сказать, что ситуация не очень позитивная. То есть у нас численность родившихся в 2021 году меньше на 601 человека, чем в 2017 году. А количество умерших возросло на 523 человека. Например, число браков сократилось на 255 единиц, а разводов, наоборот, увеличилось на 23 единицы. Но вот именно сегодня в ходе круглого стола возникла дискуссия, которая связана именно с достоверностью этих статданных. То есть представители органов исполнительной власти говорят о том, что данные о рождаемости, они разные у разных ведомств. То есть мы, как экономисты, как люди науки, конечно, должны пользоваться только данными официальной статистики. Но у нас еще есть Министерство здравоохранения, Фонд социального обеспечения и демографической политики. И поэтому у них некоторые данные, то есть они разнятся с данными официальной статистики. И разночтения составляют от 300 до 500 человек. Мне хотелось бы отметить, конечно, на основании того, что, может быть, эти данные родившихся, они не очень достоверны, те данные, которые представлены в официальной статистике, но ведь тенденция, которую мы наблюдаем уже на протяжении многих лет, она, в принципе, не меняется. И что мы видим? То есть на основании этих данных мы можем происходит, то есть сокращение населения. И вот на основании проведенного анализа можно выделить, какие основные проблемы вообще в демографии мы выделяем. То есть в первую очередь это сокращение численности населения, высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости. Но
и также неблагоприятная возрастная динамика населения. У нас растет число людей пенсионного возраста. К чему это приводит? Это как следствие приведет к тому, что возрастает нагрузка на занятых в экономике. Да, мы Да. к этому обязательно вернемся. Мне бы хотелось вот о данных договорить до конца. Вы тоже сказали, что вынуждены брать те данные из разных источников, потому что, как я понимаю, достоверных сведений нет. Мы эту тему обсуждали здесь и с главой Госстата Республики Кама-Эгогия. Она тоже согласилась с тем, что вот проблемы и в сборе данных по рождаемости и смертности есть, и она считает, что необходимо провести перепись населения, чтобы точно понимать, чем мы вообще ресурсами трудовыми, человеческими вообще обладаем. А перепись, которая была проведена в 2011 году, она не имеет официального статуса. Тогда только Россия принимала участие, и нужно было привлечь представителей еще нескольких государств, входящих в ООН. И тогда можно было бы получить официальные данные. Так получилось, эта перепись так для себя была сделана, на нее никто не опирается. Вот в отсутствии переписи и точных данных, как вы собираете сведения, чтобы провести анализ? Вот вы знаете, насчет переписи, здесь можно было сказать следующее. Вот правильно вы говорите, она в 2011 году была проведена последний раз, и вообще перепись обычно проводится с промежутком 10-15 лет. Ну, обычно это 10 лет в большинстве стран, и уже по времени нам нужно было и уже в 2021 году провести эту перепись. Ну, однако она по многим причинам, связанным и с финансами, и с организационными моментами. Нужно подготовить переписчиков. Обычно это школьные учителя. То есть это требует большой организационной, методической подготовки для того, чтобы эту перепись провести. Это очень дорогостоящий, сложный процесс. Можно было бы провести так называемый учет населения, отходов и так далее, и как-то выйти из этой ситуации. Но вот, например, здесь сегодня звучало мнение, то есть для того, чтобы понять в итоге, сколько у нас по факту детей рождается, Александр Викторович Страничкин предложил следующее. У нас же все дети в итоге идут. То есть вот те дети, которые пошли в школу, мы видим по количеству учащихся первого класса, что эта цифра, она значительно превышает те цифры, которые дает нам статистика родившихся, если отсчитать назад 6 лет. Конечно, там с учетом погрешности в части численности, допустим, военных, которые служат у нас в Абхазии, ну и детей-мигрантов. Но это тоже можно при желании посчитать. Посчитать, да. То есть сегодня многие, на круглом столе мы пришли к такому выводу, что для того, чтобы привести к более правдоподобным цифрам, то есть можно было бы применить и состыковать, скоординировать деятельность разных ведомств. Это и поликлиник детских, где детей ставят на учет. Ну, конечно же, не все, но большая часть детей получает прививки, и их родители ставят на учет для получения вакцины и так далее. Это и детские сады, это и школы, это и Министерство соцобеспечения, Фонд социального страхования обеспечения, куда родители в большинстве случаев они обращаются за получением пособий. Даже те дети, которые у нас и сегодня, например, здесь присутствовал на круглом столе, присутствовала у нас Пилия Белла Романовна, заведующая отделением родовспоможения республиканской больницы. Она говорила о проблемах, которые возникают с тем, что очень многие из наших граждан, они выезжают на юг России и, значит, в принципе, дети рождаются там и становятся на учет и получают российские свидетельства. Это тоже очень большая проблема. Как этих детей потом здесь официально учить? То есть они выпадают, и то есть ею тоже был озвучен этот вопрос.
Ну, если скоординировать, значит, действия своей части, они в консультациях, да, затем дети попадают в наши детские поликлиники, родители обращаются в фонд социального страхования за пособиями. Вот, например, если посмотреть в 2017 году, по данным официальной статистики, у нас числилось родившимися 1711 человек, а в фонд соцстрахования обратились 2050 человек за получением детских различного рода пособий. Вот вы видите, да, уже какая вилка, какой разрыв возникает. Но еще раз говорю, даже при всем несоответствии этих статистических данных, мы видим, какие у нас демографические проблемы, то есть стоят перед нашим народом. У нас происходит депопуляция населения. У нас рождаемость превышает смертность. Я извиняюсь, вот вы говорите, что цифры реально могут отличаться от картины реальной, да? Реальные цифры от того, что мы имеем на самом деле. То есть не все дети, которые рождаются в Абхазии, здесь потом живут, они просто статистика их не видит. Но, может, не так все пессимистично, не так все плачевно с демографией. Вот какие признаки свидетельствуют в пользу того, что это такая ситуация сложная? Вот цифры, вы говорите, что точных данных нет и точно посчитать мы не можем. Но какие признаки свидетельствуют, что плохая картина? Да, но у нас происходит снижение лиц моложе трудоспособного возраста. Это 17%. Снижение лиц трудоспособного возраста. Это 59% от общей численности населения. У нас в 2021 году естественная убыль населения составила 675 человек. А если говорить о снижении численности трудоспособного населения вместе со старением еще к тому же, это все приводит к замедлению роста ВВП. Получается, что у нас нет притока новой молодой рабочей силы, а это все затрудняет инвестиции в экономику. И вследствие роста населения старше трудоспособного возраста у нас, соответственно, будут увеличиваться расходы и на социальное, и пенсионное, и медицинское обслуживание. И в этом случае, когда мы говорим о низких показателях демографического развития, нужно говорить, что с течением какого-то времени нам уже невозможно будет сохранить статус независимого государства, обеспечить национальную безопасность и обороноспособность страны. То есть мы должны вовремя предпринять ряд мер, которые позволят нам выйти из такой кризисной ситуации. Было проведено исследование, и сегодня на круглом столе научный сотрудник, кандидат исторических наук, научный сотрудник АБГ Астанда Хашба, она провела здесь презентацию, и очень интересные выводы были ею сделаны. Вот для того, чтобы нам выйти на расширенное воспроизводство, и для этого нам нужно, чтобы в семейной структуре населения было около 50% семей с 3 и 4 детьми, а 10% семей должно быть с 5 и более детьми. Понимаете, да? То есть уже даже просто, когда мы говорим о рождении 3-го ребенка, нам это не позволяет выправить ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся с вами, демографическую ситуацию. Ну и ситуация, судя по всему, будет ухудшаться, если эта тенденция сохранится. Но были ли озвучены идеи, как исправить? Да, вы знаете, еще в 2015 году при разработке стратегии социально-экономического развития, в котором принимали участие уже вышеперечисленные лица, вот и Астанда Хашба, и у нас есть экономист, ученый-экономист, который занимается вопросами демографии, Инга Шутиевна Арзенба. И были очень четко и подробно расписаны все меры, которые должны быть, произведены для того, чтобы выправить эту ситуацию. Были приведены, например, вот сейчас, если время позволяет, я могу перечислить ряд программ, которые были предложены этими учеными. И если оглянуться назад, уже прошло уже будет скоро 8 лет,
что-то было предпринято. У нас, например, вы все же знаете, что был создан фонд, из которого мы выделяем по 100 тысяч за рождение третьего ребенка. И, кстати, Стан-Дахаш отмечала положительный эффект от внедрения данной программы. То есть у нас в Абхазии увеличилось количество многодетных семей. Это не может не радовать. И интересно послушать, какие еще предложения были озвучены. Значит, и программы какие эффективные, может быть? Да, я сейчас перечислю. Очень многие сегодняшние участники круглого стола говорили о необходимости принятия закона о демографической политике, который был разработан, и в обстоятельствах он почему депутаты нынешнего созыва они вернулись к рассмотрению этого закона. Мы надеемся, что он будет в конце концов принят. Значит, было очень много сказано о том, что должна быть разработана концепция и программа демографической политики, миграционной политики, а также программы стимулирования возвращения соотечественных на родину. И, кстати, сегодня большое внимание было уделено проблемам репатриации. Присутствовали представители фонда репатриации. Если вернуться к программам, то это программа развития здравоохранения, программа охраны здоровья матери и ребенка. Предлагали разработать и ввести в реализацию национальный проект «Трехдетная семья». А также очень актуальная программа – это обеспечение жильем многодетных семей, строительство жилья эконом-класса. Вот эти программы, они были предложены еще 8 лет назад. Стратегия, как мы знаем, была принята. Какие-то меры и проекты какие-то мы видим, что за это время были реализованы. Но мы понимаем, что этих мер недостаточно. Подход должен быть комплексным. И если говорить о разночтениях, которые у нас присутствуют даже в данных, статистических данных, проще говоря, в цифрах, то это о чем свидетельствует? Немного безответственный подход, может быть, органов власти вообще к вопросам демографической политики и демографической ситуации, в которой мы с вами оказались. Действительно, вы из того, что перечислили, какие-то программы, мы уже о них тоже говорили, они реализовываются, рождаемости, стимулирование рождаемости, это 100 тысяч, эти выплаты, они повышаются, имеет эффект. Это радует, что действительно уже есть какая-то статистика, которая свидетельствует о повышении рождаемости. Но вообще проблема старения населения, она для всего мира, мне кажется, актуальна, об этом говорят, и пенсионный возраст повышается. А в нашем случае, насколько это, можно сказать так, губительно для экономики, для страны, когда и так немногочисленное население? Вы немного сказали про то, что это, конечно, и на национальной безопасности, и на экономике все отражается. Да, конечно, это все отражается, то есть способного населения вместе с увеличивается. Это вообще демографический переход, когда мы наблюдаем увеличение продолжительности жизни. Это ведет к замедлению экономического роста. Я уже говорила, что это приходится государству отвлекать средства на финансирование социальных программ, пенсионное обеспечение. Это требует дополнительного медицинского обслуживания. И, конечно, это дополнительная нагрузка на бюджет. Мне еще, знаете, один момент хотелось отметить. Есть такое понятие, как модель семейно-брачных отношений. Мы же видим, что в обществе, семейные ценности изменились. Институт брака. Институт брака уже не так актуален, в обществе. Что мы видим? Происходит эмансипация женщин, репродуктивное поведение, репродуктивная активность женщин, она меняется. То есть мы стараемся построить сначала карьеру, и возраст вступления в брак, он, все старше и старше, женщина не стремится быстрее вступить в брак. А что происходит? Вообще репродуктивный возраст женщины от 15 до 49 лет. И чем позже женщина вступает в брак, соответственно, и сокращается период
возможности деторождения. То есть если женщина рано вступает в брак, у нее этот репродуктивный возраст позволяет ей родить больше детей. Соответственно, когда этот срок у нас сокращается с момента вступления в брак, то мы уже там о рождении 3-го, 4-го ребенка уже и говорить не приходится. То есть у нас меняется модель семейно-брачных отношений. И я уже говорила, что по данным статистики, опять же, возвращаясь, у нас количество браков сократилось на 255 единиц, а разводов за это же время у нас, наоборот, увеличилось на 23 единицы. Ну, с одной стороны, мы говорим о правах женщин, почему в политике мало женщин, почему женщины там не работают, но с другой стороны, мы видим, что это тоже имеет свою обратную сторону. То есть вот это и мы и говорим, что меняется модель семейно-брачных отношений, меняются семейные ценности и так далее. Ну как для Абхазии совместить? Мы хотим, чтобы абхазские женщины могли и работать, и в разных сферах себя проявлять, и в то же время они оставались матерями, чтобы рождались дети и так далее. Это очень сложно, конечно, совместить. Мы должны, говорить о биологии, физиологии, это никуда не девается, то есть сокращается период репродуктивный период женщины, конечно, когда она вступает позже в брак. То есть, еще раз говорю, если женщина вступает в брак в более молодом возрасте, у нее этот период, он позволяет ей родить и 3-го, и 4-го. Возраст вступления в брак, этот период, он сокращается. У нас еще несколько минут остается. Мы видим, что вот программа рождаемости, это выплаты, которые получают за 3-го и последующего ребенка, они дали эффект. То есть нужны финансовые вложения в такие программы. Где нам взять эти источники финансирования? Вы хорошо понимаете эти тенденции экономические? Да, вы знаете, сегодня, кстати, у нас на встрече присутствовал Шалашава Заур Иванович, это директор Института экономики и права Академии наук, доктор экономических наук. И он обратил внимание, когда нам говорят о нехватке финансовых средств, он привел несколько примеров, когда на содержание тех же фондов у нас уходит по несколько десятков миллионов, когда эти фонды можно было как-то по-другому структурировать, то есть ввести эти фонды, различного рода фонды, допустим, в Министерство соцобеспечения и демографической политики, то есть не тратя на их управление, организацию их работы такие средства. Значит, у нас присутствовал также Леонид Михайлович Чамагуа, депутат 6-го созыва парламента РА. Он рекомендовал обратить внимание на заключение контрольной палаты и обратить внимание именно на нецелевые использования средств различными министерствами и ведомствами. То есть он обратил внимание на то, что это может быть резервом, который мы могли бы направить на решение наших демографических проблем. То есть финансы, получается, в стране, есть источники, если провести необходимую оптимизацию. Но мы видим, как вообще проходит оптимизация штатной численности работников госучреждений. Уже долгий период мы об этом говорим, но, к сожалению, у нас, если опять же вернуться к данным официальной статистики, у нас численность занятых в структуре управления органов власти, она, наоборот, растет. И если коротко, самая, на ваш взгляд, важная программа, которую нужно в ближайшее время обязательно внедрить и начать ее развивать для повышения демографии. Что вы считаете? Вообще, сотрудники нашего центра, мы всегда выступаем против каких-то точечных проектов. Для того, чтобы стратегически посмотреть, к чему мы должны прийти и задать дату, которой миллионные целевые параметры являются точечными проектами достичь каких-то результатов. Это должна быть комплексная концепция демографической, миграционной политики, в рамках которой уже найдут отражение, допустим, какие-то целевые программы, охрана здоровья матери и ребенка. Сегодня здесь у нас на круглом столе присутствовали врачи. Коротко, я вас очень прошу.
Да, и Абухвада Фиратовна, которые поднимали вопрос о репродуктивном здоровье нашей нации. То есть вы понимаете, что у нас это здоровье детей, оно с каждым годом ухудшается. То есть медицинские, конечно, они на первом месте. Спасибо большое. Социально-экономического характера вопросы, конечно, да. Спасибо. Спасибо, что были с нами на связи. Я напомню, с экономистом, научным сотрудником ЦСИ Амрой Цуш поговорили о рождаемости и смертности в республике. Обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.